А потом, кстати, на монтаже спрашиваешь, а что потом зачем идет? Потому что ты меня не слушаешь. Что ты за человек такой вообще? Я не смотрела, что я сделала. Как можно великий фильм «Авиатор» не смотреть? Это же великий фильм. Так, это все пишется, стоит? Да. Так, ой, елки. Так, ну давай попробуем начать. Дарья Энергию, здравствуйте! Сегодняшний наш выпуск посвящен очень интересному человеку, связанному со строительством, человек, который посвятил всю свою жизнь строительству, человек, который оставил ярчайший след в истории Якутии, истории города Якутска в частности. Десятки, сотни домов сегодня в Якутске стоят, и эти дома стоят благодаря участию нашего сегодняшнего героя. Речь пойдет о Ефиме Львовиче Жарницком. Ефим Жарницкий родился 27 ноября 1899 года, то есть на рубеже веков 19 столетия, в городе Одесса в обычной еврейской мещанской семье. Мы знаем, что при рождении он получил имя Ушер Лейбович Ихилевич Жарницкий. Мы знаем о том, что он прошел обучение в школе ремесленных учеников. Он с 1917 года работал слесарем на заводах Одессы и Екатеринослава. В годы гражданской войны в России в 1918 году, добровольно он вливается в партизанский отряд, воюет на стороне большевиков. В период с 1922 года по 30-е годы он работает электромонтером и служащим в Одессе и в городе Каменец-Подольске. Далее он поступает в Московское высшее инженерно-строительное училище, а позднее в военно-инженерную академию рабоче-крестьянской Красной Армии имени Куйбышева в городе Москве. Также после ее окончания с дипломом военного инженера-строителя и в соответствии с заданием управления полярной авиации главсевморпути был командирован в Якутск. Он сюда прибывает в мае 1937 года, работает в Ленской авиагруппе на должности главного инженера. В 1938 году под реорганизацию подпадает Якутское строительное управление, и вот в 1938 году его реорганизуют в строительную контору Треста Якутстрой. Этот трест подчиняется все тому же главному управлению Севморпути, и, собственно говоря, Ефим Львович назначается туда начальником. Вообще, надо сказать, что с момента прибытия Ефима Львовича в город Якутск до, собственно, его смерти он будет работать на одной работе. Это работа, связанная со строительством, с конторой Треста Якутстрой. Понятное дело, что неоднократно потом эта контора реорганизовывалась, переименовывалась и так далее, но так или иначе у него, по большому счету, запись в трудовой книжке была одна. Это вот имеется в виду якутская история его работы. Запись была одна, да, в Якутстрое. Вообще надо рассказать о том, что из себя представляет Якутск в конце 30-х годов. Это, конечно же, активная фаза строительства. Город развивается, только что построили центральную электрическую станцию. Вообще об истории электрификации города Якутска у нас есть отдельный выпуск, он есть на нашем канале, обязательно посмотрите, если еще не посмотрели. Очень активно идет строительство, но, надо признать, очень медленно строятся дома, хоть и берутся за все сразу, но строят годами. Вот, например, есть выдержка из газет, где, собственно, в заметке журналист упоминает о том, что объекты строятся медленно, плохо и дорого. Детский сад, например, строят 11 месяцев, дома в Житайском затоне аж 2 года. Вообще, когда мы говорим о том, что интенсивно начинается стройка в городе Якутске, здесь нужно сделать ремарку, отсылку к еще одному человеку, великому сыну Якутии, Христофор Прокопьевич Шароборин его звали. Человек, который прожил короткую, но
яркую жизнь. Человек, который в возрасте 27 лет возглавил Якутский Совнарком, Совет народных комиссаров, да, был председателем Совнаркома ЕССР, и вот в 1931 году, когда ему было 27 лет, он берется за разработку пятилетки, создание новых отраслей промышленности, и вообще в годы индустриализации это было необходимо. И вот он, 27-летний парень, молодой парень, с сотоварищами, конечно же, берутся за разработку этого плана, и потом вот этот план начал внедряться с 1932 по 1937 год. Повторюсь, прибывает и Ефим Львович в 1937 году в Якутск, и вот, собственно, у него перед глазами незавершенный план пятилетки этой. В 1938 году, кстати сказать, Христофор Прокопьевич был вызван на работу в Москву, он туда едет, ну и там попадает под репрессии НКВДшные, и там, собственно говоря, его расстреливают. Посмертно он потом был реабилитирован, но это уже совсем, как говорится, другая история. Так вот, в эти годы начинается индустриализация, жилищное строительство. Также вот в конце 1937 года появляется Якутстрой, центральные электростанции появляются, Покровский кирпичный завод, строятся аэродромы, речные пристани. Ну вот, в общем, все то, чем сегодня мы активно пользуемся, и то, что нам приносит сегодня комфорт, удобство и кое-кому даже дивиденд. Ну и, естественно, как только Жарницкий прибывает в Якутск, первым делом он создает для себя рабочие условия, он добивается собственного транспорта для Якутстроя. Затем он берется за, конечно же, программу строительства. Он видит, что стройка идет долго, дорого, накладно, и он видит, что строительный сезон очень короткий. И, конечно же, он здесь начинает сильно задумываться, что почему бы нам не строить круглогодично. Повторюсь, в конце 30-х годов в бетоне еще мало что строилось, да вообще, можно сказать, ничего не строилось. А в условиях вечной мерзлоты так и подавно. И, конечно же, Ефим Львович задумывается о том, но он же знает, он же был в Москве, он видел, что здание уже строится и в бетоне, но он пока не предполагает, как строить в условиях вечной мерзлоты, но уже начинает об этом задумываться. Так вот, одним из самых прорывных его на тот момент достижений было так называемое поточно-скоростное строительство. Прежде всего, он ставит перед собой задачу организовать непрерывное строительство, чтобы строить, объекты условно только в теплое время года, да, но делать этот цикл круглогодичным. Он запускает так называемое поточно-скоростное строительство. Что для этого требуется? Он организовывает цеха, в которых готовится пиломатериал. Раньше, до прихода Ефима Львовича, в Якутске строили из круглого леса дома. Все видят эти рубленые избы, да, которые тоже стоят веками, но строятся очень долго. Это же надо было там все вот, пока шкуришь, пока то, пока сё. Но вот поскольку Ефим Львович человек высоких организаторских способностей, он поставил лесопилки, начал делать брус. И вот из этого бруса начал строить дома. Кроме того, он в Якутске построил кирпичный завод. Соответственно, еще речи не было о централизованном теплоснабжении, поэтому в этих многоквартирных домах стояли печи, кирпичные печи топились дровами, но тем не менее. Вот кирпичный завод он построил, который, кстати говоря, потом и пригодился при строительстве и кирпичных зданий в том числе. Возвращаясь к поточно-скоростному строительству, вот с 1939 года, с приходом Ефима Львовича, этот метод начал применяться, и в его результате дома начали строить не за 11 месяцев, как ранее, а за 40 дней. То есть за месяц с небольшим строительные бригады успевали построить, 4-8 квартирный деревянный двухэтажный дом. Представляете? Для тех годов это было очень круто, прорывное строительство. Это вообще было невозможно практически, да? Стахановцы таких результатов не выдавали. Вот у него такое было. Если мы обратимся к документам, то вот давайте почитаем, что здесь написано. Суть метода его заключалась в том, что кладка стен выполнялась из брусьев, а не из окантованных бревен. Строительно-монтажным работам, которые выполнялись по разработанному заранее графику, предшествовал подготовительный сезон, задачей которого была подготовка стройплощадки, завоз на нее всех материалов и стройдеталей и
прочее. При этом широко использовались сборные элементы и конструкции, изготовляемые в мастерских, на предприятиях и строительных дворах. На самой строительной площадке такие конструкции только монтировались. Еще один примечательный, удивительный факт. Мало кто знает из якутян, но 13 июля 1938 года на аэродромную площадку в Якутске, которую строил Ефим Львович Жарницкий, приземляется самолет Lockheed Super Electra, за штурвалом которого находился американский миллиардер, филантроп, плейбой, голливудский продюсер, ну и много кто еще. Говард Хьюз. Говард Хьюз прилетел в Якутске в рамках своей кругосветной экспедиции. Он в 1938 году облетел воздушный шар, сделал кругосветное путешествие на самолете. И вот 13 июля 1938 года он прилетает в Якутск, садится на аэродроме, который строил Жарницкий. И есть все основания полагать, что Жарницкий находился там и мог встречаться с ним, потому что Хьюз находился всего 4 часа в Якутске. Он прилетел половину шестого утра, где-то примерно половину шестого, а вылетел уже в 9. Ну, соответственно, вот за 3,5-4 часа пребывания здесь, я не думаю, что он уехал далеко от аэродрома, ну, а там могли кто быть только авиаторы, по большому счету, и строители этих аэродромов. Но он должен был проверить, как способен ли аэродром принимать американские самолеты, ну и вообще большие тяжелые самолеты, которые совершают трансконтинентальные перелеты. Я бы, например, проверил, но 100% он там был. Поэтому вот такой вот удивительный факт. Следующий этап жизни Ефима Львовича связан, конечно же, с войной, Великой Отечественной войной. В 1941 году правление Главсевморпути ставит задачу строить аэродромы для того, чтобы состоялся ленд-лиз американский, чтобы американские самолеты перегонялись, значит, в Советский Союз. Он за эту работу берется. Опять же, в рекордные сроки он начинает строить вот эти перегоночные трассы не только в Якутске, но и в северных районах республики, строит мастерские, гаражи, строит гостиницы, депо, ангары, ну, в общем, все, что связано вот с перегонкой авиасамолетов. Он это делает очень быстро, буквально за 2 года вся эта стройка была обеспечена. За 2 года, вот к концу 1942 года, эти ангары, эти аэродромы уже были готовы. Вообще, конечно, начало Великой Отечественной войны это открывает следующий этап в жизни Ефима Львовича. Главное управление Севморпути ставит перед ним задачу развивать сеть аэродромов на территории Республики Саха-Якутия, ну, на тот момент Якутская ССР. Конечно же, эту задачу, как и всегда, Ефим Львович ставит в приоритет, ну, и берется за такое строительство. В рекордные сроки, буквально за 2 года, сдаются практически все аэродромы, которые были намечены для строительства в Якутии. Конечно же, строится вся инфраструктура приаэродромная, да, это ангары, это мастерские, гаражи, даже гостиницы для летных экипажей. В общем, вся сопутствующая инфраструктура строится в рекордные сроки, качественно, как того требовало то время. Конечно же, когда пошел ленд-лиз, когда начали перегонять американские самолеты, эти аэродромы были уже готовы к приему этих воздушных судов, ну и, соответственно, это сыграло большую роль, в том числе и в победе. Вообще, надо сказать о том, что Ефим Львович принимал участие в Великой Отечественной войне. Он добровольцем шел на фронт в 1941 году, но сколько и где он воевал, практически нигде не указано. Единственное, мы знаем о том, что он был в инженерно-строительных войсках, строил, возможно, он строил мосты, какие-то другие инженерные, фортификационные, может быть, сооружения и так далее. Но, в общем, воевал он недолго, и вот несмотря на то, что фронтовой путь его был недолг, я думаю, что вклад он тоже свой посильный в это дело внес. Остаемся в 1941 году. Вообще, конечно же, когда началась мобилизация, когда якутяне начали массово уходить на фронт, добровольно или по повестке, это уже вопрос другой, но тем не менее в Якутии, в Якутске в частности, возникла напряженка с кадрами. Чтобы решить эту задачу, чтобы не выписывать специалистов грамотных, людей, которые умеют строить, знают, как строить. Вот Ефим Львович в рамках своего управления Якутстроя открывает первую в Якутске ФЗОшку,
ФЗОшка – это фабрично-заводское обучение. Это такой прообраз, наверное, современных ПТУ, да? Профтехучилищ. В частности, вот он открыл такую школу, в которой обучались наши местные ребята. Он преподавал такие важные направления, да, как плотники, там, слесаря и так далее, и так далее. В результате чего Якутск начал получать, хороших, грамотных специалистов. И что самое важное, наверное, в этом во всем, Ефим Львович принимал непосредственное участие в жизни своих студентов. Совершенно точно, 41 год на дворе, голод, все для фронта, все для победы, но несмотря на это, Ефим Львович участвует в жизни своего училища, он лично там выделяет деньги на строительство столовой, кормит ребят, говорят, подают даже осетровую уху, что невероятно для тех лет. Конечно же, обеспечивает своих студентов материальными благами, будь то там валенки, телогрейки там и так далее. Зимы-то тоже холодные стояли, не то что сейчас. И, собственно говоря, первыми выпускниками становятся 3 Михаила, очень известные люди, конечно, каждый из них заслуживает внимания, отдельного выпуска, возможно, на нашем канале. По фамилии Алексеев, Сергеев и Федотов, все троем Михаилы, напомню, они выпускники фабрично-заводского обучения, и окончив это училище по профессии плотников, они строили Якутск, и добились таких впечатляющих результатов, что потом были удостоены высокого звания Героя социалистического труда. Вообще, на самом деле, у Ефима Львовича было 2 очень близких друга. Есть предположение о том, что когда мы говорим о фронтовой жизни Ефима Львовича, скорее всего, он воевал вместе со своими друзьями, якутянами. Петр Иванович Дудкин, вы помните, был такой начальник всей связи Якутии, по сути, министр связи был, да, в советское время. В начале 40-х обычные специалисты, по большому счету, и был второй его друг Сосланбек Бутаев. Позднее он стал председателем Госплана. С этими своими друзьями, я полагаю, он шел не только по жизни, но допускаю, что и фронтовой путь вместе с ним прошел, потому что мы точно знаем, что Сосланбек Асланбекович, он служил на Балтийском фронте, участвовал в устройстве этих береговых сооружений, и допускаю, что Ефим Львович, как человек, во-первых, инженер-строитель, да, во-вторых, как военный человек, который окончил академию военную, он мог принимать участие в том числе и при устройстве этих фортификационных сооружений. Но если вы обладаете какими-то историческими данными, пожалуйста, поделитесь с нами в комментариях. Добавить в тот раздел, где я говорю о том, что он участник Великой Отечественной войны. На дворе 1942 год, в мае месяце сдается, несмотря на то, что гремит война, в мае месяце сдается здание кинотеатра «Центральный» в городе Якутске, оно стоит до сих пор, прекрасно функционирует. Кстати сказать, здание на тех самых железобетонных башмаках, это первые здания из железобетонных конструкций, из бетона, можно сказать, да, из монолитного бетона, которые были построены в условиях вечной мерзлоты. Повторюсь, Ефим Львович, человек, которым первым начал строить в условиях вечной мерзлоты такие гражданские здания. Подсмотрел он, конечно же, эту технологию при строительстве Якутской центральной электростанции. Но уже повсеместно начал уже продвигать, в том числе и при строительстве уже гораздо позже обычных наших домов, которые сейчас стоят на сваях. В мае 1942 года, повторюсь, кинотеатр «Центральный» был открыт торжественно. А в июне 1942 года в Якутск прилетает труппа Ленинградского театра оперетты, и это событие становится одним из самых важных в жизни Ефима Львовича. Он встречает здесь Марию Яковлевну Ицкидзон, которая через 2 года, в 1944 году, станет его супругой. Вообще, конечно, по-хорошему про Марию Яковлевну можно было бы снять отдельный выпуск, и, возможно, мы его снимем, потому что женщина действительно такая была выдающаяся, да, не просто артистка театра оперетты, не просто хореограф, не просто танцовщица, но, во-первых, это первая
заслуженная артистка Якутской ССР. Во-вторых, она автор множества монографий по истории танца не только якутского народа, но и коренных малочисленных народов Севера. Словом, удивительная женщина. Вообще, конечно, в рамках нашего выпуска тоже небольшая биографическая справка. Мария Яковлевна, повторюсь, Ицкидзон ее девичья фамилия. Она родилась 24 августа 1921 года в Днепропетровске, тоже в Украине. Но детство ее прошло на Брянщине, в старинном городе Клинцы. В 1940 году она оканчивает Киевское хореографическое училище. И вот после того, как она это училище окончила, она была направлена во Львов в труппу Украинского государственного академического театра оперы и балета. С началом войны в 1941 году театр был эвакуирован. И вместе с театром, собственно, она переезжает в Саратов. Здесь в это время находится ленинградский ансамбль оперетты, вот, собственно, который потом впоследствии приедет в Якутск с гастролями аж на 2 года. Но вот, тем не менее, она устраивается в этот театр, она ведущая солистка этого театра, ансамбля, да. Ну вот, они в период войны много путешествуют по фронтам Великой Отечественной, дают концерты, дают концерты в госпиталях для военнослужащих раненых. И в июне 1942 года, повторюсь, ленинградский вот этот ансамбль, он приезжает в Якутск и задерживается здесь аж на 2 года. В 1944 году, уже будучи замужем за Ефимом Львовичем, Мария Яковлевна ненадолго уезжает в Красноярск. Она выступает там в театре музыкальной комедии, является солисткой балета. Ну, буквально через год, в 1945 году, она уже возвращается в Якутск. Ну и здесь она работает в Якутском музыкально-драматическом театре. Ну, сейчас этот театр более известен как Якутский театр оперы и балета имени Сорона Малона. Вот она солирует в этом театре. В 1948 году Мария Яковлевна переходит работать в Институт языка, литературы и истории Якутского филиала Северного отделения Академии наук СССР. И вот с этого времени начинается ее путь как деятеля науки. Да? Вот она, конечно же, она танцы не бросает, еще преподает в хореографическом училище, но уже с головой окунается в науку, потихоньку начинает изучать якутские танцы, танцы народов Севера, ну и, собственно, начинает публиковать некоторые свои уже научные труды. В 1955 году, в 1955 году ей присваивают звание первой заслуженной артистки Якутской ССР. Это по тем временам очень такая крутая награда. В 1955 же году, в этом же году, она оканчивает Якутский госпедагогический институт. Повторюсь, продолжает работу вот в научном институте, в Институте якутского языка, литературы и истории. И, собственно, вот уже на протяжении многих лет является, растет, начиная с лаборанта, заканчивая уже ведущим научным сотрудником. Одно из самых главных ее достижений — это в 1972 году. В 1972 году она уже пожилой человек, можно сказать, да? Она участвует в подготовке переизданий великого труда польского полицильного Серашевского, который называется «Якуты». И вот в этом труде, в этой монографии, там содержится в том числе ее часть исследований, узоров, якутского фольклора, то, что она собирала в своих экспедициях. Кстати говоря, вот Мария Яковлевна, она из тех ученых, которые не просто сидит в кабинете, обложившись книжками, трудами каких-то там великих людей. Она человек именно полевик, она ездила в экспедиции, посетила огромное количество северных территорий, побывала во многих местах, не только в Якутии, но и в соседнем Красноярском крае. Она была, собственно говоря, собирала эту историю возникновения танцев, определенных нарядов, костюмов, в общем, фольклор. Вот такой была удивительной женщиной супруга нашего сегодняшнего героя. Мы возвращаемся к Ефиму Львовичу. Вообще, опять-таки, возвращаясь к искусству, Ефим Львович
был одним из тех, кто строил здание якутского русского драматического театра в Якутске. Первое его здание было деревянным. К сожалению, в 1953 году случился такой большой пожар, и в результате этого пожара деревянное здание русского драматического театра было уничтожено. Да? Но Ефим Львович, человек упертый, прямо на месте пепелища, на месте этого пожара, вместе с архитекторами они придумали новое здание театра. И в 1957 году, спустя 4 года, каменное здание, которое стоит до сих пор, русского драматического театра, вот было построено. Это вот тоже такое удивительное событие. Ну и, кстати, вообще говоря о том, что Ефим Львович был великим ценителем искусства, да, вот все музыкальные школы в Якутске построены руками Ефима Львовича. Дворец детства, мы упоминали в нашем выпуске о Фате Иннокентьевне Авдеевой, да, дворец детства был передан, собственно говоря, Ефиму Львовичем, вот современное здание, которая находится на улице Кирова, это все заслуги Ефима Львовича. Ну и, конечно же, вот все вот это, любовь к искусству, к детям, все это было пронизано через любовь всей его жизни, через Марию Яковлевну. Вообще, вы помните, опять же, из выпуска про дворец детства, про Якутский дворец детства, в 1961 году Фатя Иннокентьевна к нему обращается, и он уже болеет, он уже критично болен. Да? К сожалению, в 1961 году Ефима Львовича не стало. Мария Яковлевна его пережила на 25 лет, довольно яркую, долгую жизнь она прожила. Оборвалась эта жизнь тоже так же внезапно, хотя у нее там было много планов. В том же году, в 1961 году, когда не стало Ефима Львовича, бывшая улица Майская была переименована в его честь, в честь Жарницкого. Улица Жарницкого существует до сих пор. И что символично, опять же, на улице Жарницкого расположено огромное количество строительных магазинов. Да? Тот же строительный рынок находится на улице Жарницкого. Это вот такое, не знаю, совпадение или это карма такая, не знаю. Ну и кроме того, что его имя увековечено в улице, именем его была названа улица в Якутске, конечно же, он награжден большими государственными наградами. Здесь нужно отметить 2 ордена Трудового Красного Знамени. Вот буквально зачитаю вам за что. Да? За выдающиеся заслуги в деле освоения Северного морского пути и районов Крайнего Севера, а также за образцовую и самоотверженную работу в период арктических навигаций 1938-1939 годов. Кроме того, он награжден орденами Красной Звезды. Красная Звезда, орден Красной Звезды, напомню, выдается за ранения в период боевых действий. Ну и, конечно же, орденом Знака Почета, такая большая награда. Кроме того, награжден медалями, среди которых за доблестный труд в годы Великой Отечественной войны и за победу над Германией в Великой Отечественной войне. И, наконец, в 2014 году по инициативе ветеранов строительного комплекса Якутии была учреждена премия имени Ефима Львовича Жарницкого. Вот она ежегодно вручается в 4 номинациях. Как правило, это происходит в День строителя. Вот такой сегодняшний наш выпуск об этом удивительном, уникальном человеке. Я хочу еще раз напомнить, что вы можете стать соучастниками наших выпусков, вы можете предложить свои темы для наших следующих выпусков, делитесь ими в комментариях под этим видео или нашими другими видео. Мы все их читаем. На любых платформах мы есть и в Ютубе, и в Рутюбе. У нас есть страничка ВКонтакте и в Телеграме. Пожалуйста, подписывайтесь. Мы с вами прощаемся. Карсё Хадери. Увидимся. Пока.